Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на сайте клевая-рыбалка.рф. Для того, чтобы попасть на этот сайт, вам достаточно в браузере забить название клевая-рыбалка.рф. И вы попадаете на сайт Клевая Рыбалка. На сайте сейчас представлены несколько производителей, производящих воблера, бокоплавы, ножи, термоса. Также есть косторезы, сувенирная продукция. Также на сайте вы можете посмотреть раздел «Туризм», в котором собраны наши туристические компании Якутии и Дальнего Востока. Далее на сайте есть вкладка «Видеоблог», в которой будут представлены видео. Сейчас там идет розыгрыш и будет осуществлен ранний доступ к видео «Клевая рыбалка». Поэтому, дорогие друзья, не забывайте посещать наш сайт клевая-рыбалка.рф. Всем приятного просмотра. Правее бабу курдукти, bu mana? Где-то будет кинуть чуть-чуть. Чоккой бас таптарылы бата бұл, а? Жоқ, көтен баран ырақ өлді. Правее бар бит. Арам бары бұны біле нетпеске қайырды. Өтағы күшті кәлдесіне мүнде, хәйял ұсталама өбікен бейден. 45 грамм шақ, отча біле. Нобай бұра, сенчен не хақа. Жері камерамен. Реалистичнеге қайығында. Күкісті ұры күрді. Оны қыратық тұры тесейіне. Ендігіні тағын. Ұтыт! Раз, два, три. Өтеден анда. Қаяны? Отқа қаяд дейді. Браво. Дұру бұл қында. Қыстай. Эй, бля. Үксалғанның мәнік. Тура мана тұтағында. Олла, главное, хапты тухайың әрі. Тұға ектің әрі. Дұру қайын. Ha? Ortatu var olaq. Yühə var ara bitdə. Örülötөр öbüt ha. Allah rahım savattan mı ötü? Allah, andın kor ötü. Yani. Bir bitti. Зачем? Зачем? Onun üyeri daha tığlar o bitti. Подъя başka. Плавно. Чуть-чуть аралларады. Кыпканна шевелит. Orta vardı. Во, билейин башы. Motoru kilometre sıkıntı. Motorunu мен таптың жүзді. Motoru ne taktın bu la? Так, сказали, хорошо вроде как. Специалисты. Идем смотреть. Насадка-то чок тура. Çok duruyor da. Насадка чок стоит. Kaya da. Bu kaya bu. Bu. Bu mana tahutan gas pecah. Bütün bunu top putti. Beden tapata. Bu mana nerede? Нормально. Ну, дробы бир. Четверка вары. Четверка берег. Четверка машина идеальная была. Так, сейчас Александр будет пристреливать свою мелкокалиберную винтовку. Так, ребята будут использовать для охоты на боровую дичь. У них есть лицензии, поэтому еще взяли вот для пристрелки мелкокалиберную винтовку. 512 чешская, прицел Липерс. Сейчас я пойду установлю.
Вот, посмотрите, он прямо в гильзу попал. По центру. По центру. Манагавда. Во-во-во-во. Так, вот один наш стрелок Алексей. Отсюда вот, значит, в 20 метрах поставили патрон. Вот такой. И он выстрелил по нему. Из мелкокалиберной винтовки. Сейчас давайте разберем. И посмотрим. Вот. Было попадание. Сейчас мы его... Метров 30. 30 метров расстояние, говорят, было до цели. Ну, дроп много ведь. Еще и ямади дроп. Вот вывалилась пуля тозовочная. Развалился. Такая вот пуля. Дроп лепебит. А, нет, еще один. Куска-то нагабу. Дроп лепебит. А, дроп лепебит. Думаю, конкретно спить. Öngärs сысты утти. Ага, бумели. Пугер баря, куда тавте. А, бас так и вот так. Значит, вот она. Вот это вот, наверное, крупная самая. Вот она. Или вообще рассварилась вот в пыль. Это точно пуля. Ага. Антон, еще часть. Больше нету. Это еще можно выбрать, посмотреть, что там. Блин, коли хоть барка дикого надеру. Часть осталась, наверное. Потряси маленько, там что-то есть вроде внутри. Так, давай дальше разреждаем пыш. Это тройка, да? Или Однерку. А, Нормальный. Нормальный. а количество там ехпа. Какие вот примерно. Шанс попадания больше будет в 2 раза. О, стоит, да? Ну вот, пуля вышла. Вот часть вон пули. Вот вышла. Ага. И Кире, Она прошла сквозь пыш. В этом месте вышла. Вот она, пуля из на 2 части развалилась. Одна была в порохе, вторая вот прошла вовнутрь. Давление там. Вот. При попадании пистон вылетел. Да, живело пистона вылетело в обратную сторону. Ну и воспламенение произошло. То есть он рыб тестах будет. А то таптахадан это было дегенере. Еще. Идрити киралар было. Будь распадно. Вот это. Jangan, kahana dia guys ya. Hah? Jangan kahana dia guys. Такам бабу бутынкенде. Кукушка. Вот она. Так, сейчас попробуем здесь покидать наши жиголовки. Ребята так будет кидать. Пока ребята разведку делают. Коптолор көттілер.
Вода уже черная, грязная идет. Так, вчера мы разведку делали, я вчера прокидывал. Вон там внизу, вот здесь вот сразу идет такой спуск. Сегодня уже посмотрите, что здесь творится. Ну, посмотрим, есть тут рыба, нет. Заплыла, нет, какая-нибудь отдыхающая рыбка. Манария вроде бы. Итак, дорогие друзья, вот и наступил вечер. Сейчас через несколько часов откроется охота, и мы с ребятами разделяемся на две бригады. Каждая бригада выдвигается на свое место охоты. Вот такой вот вечер. Немножко облаками затянуло после обеда. Сейчас мы пойдем, приготовим место охоты. К тому времени уже стемнеет и начнется охота. Ребята здесь уже собираются потихоньку. Хаскон Алексей. Алексей с Александром становится у нас отдельной бригадкой. Бригада Ух. Стреляет за двух, да. До двух До двух. Бригада Ух стреляет до двух. Ага. Вот. Ну, пожелаем им удачи. Сегодня сезон охоты открывается. Ребята, давайте. Стреляйте хорошо. Вот. Так, вот. Сейчас мы вездеходу Геннадия сделаем такой подарок охотничий вездеходу. О. От канала Клевая Рыбалка. Ему будет сейчас наклеена вот такая символически наклейка Клевая Рыбалка, в честь того, что мы вместе находимся на охоте, и этот транспорт зафрахтован на время нашим каналом. Так, все наклеилось. Вот так вот красиво все это дело. Сейчас вырываем. Момент истины. Итак, вуаля. Геннадию такой вот подарок на его вездеход. Пусть вездеход стекло будет удачным. Никогда не разбивается. Спасибо. Так, ну вот сейчас пришли, установили палатку. У нас уже стемнело.
И буквально несколько часов откроется охота. Здесь уже прилетала пара уток, но мы не стали стрелять, потому что еще часа два у нас до открытия. Мы сидим, ждем, да? Пока везде тишина. Да. Друзья. Сейчас подлетело вот 5 таких гусей. Это, как его, белоловые. Вот. Но нам удалось взять 2 точно. И 1 подранок ушел с перебитым крылом. Расстояние было стрельбы где-то метров 70 до уток, до гусей. Вот. Получается, что пока предположили, что 1 точно улетел, увидели. Либо там 2 подранка, либо 1. 1 точно есть подранок. Вот сейчас сходили, поискали, не смогли найти. Эти тохтарны лыгыт так пилили. Так, дорогие друзья, 3 часа утра, охота заканчивается. Сейчас мы заводим вездеход. Я вот пришел здесь дровишек маленько собрать. Вот тогда икки чоккой, икки тынях ванна китохти. Так, 2 черка, 2 свизи. 4 черка. 4 черка, 2 свизи и 2 гуся. Сегодня ночью нам удалось добыть. Сейчас пойдем еще на поиски 2, которых мы вчера подранили, гусей. Ну как мы считаем, что 2. 1 точно есть. Сейчас найти бы еще их. Все, выезжаем. Теперь только сегодня вечером придем сюда. Вода, уже уровень воды начинает подниматься потихой на реке. Днем, может, сходим, еще проверим. Оружие зачехляем. Вот. Перед погрузкой в транспорт. И выдвигаемся. Ну вот, получилось добрать подранка. Искали сначала вон там очень долго. Потом ребята все-таки сели на вездеход и поехали по Тудово. Я решил пойти пешком. Но я как предположил, что, наверное, он дошел вот до нашего табора почти. И вот он, получается, я вот здесь шел. И он вот здесь вот из травы выпрыгнул туда, на лед. Ну, я его сразу подстрелил вот около табора. Получилось. Так что повезло мне. Сейчас попробуем взять его. Не знаю, на вездеходе, наверное, заезжать будет. Ну вот, видите, ребята заехали вот. Вон там вот. Не успел заснять. Что-то затупил. Взяли. Вон утки летают. Вон. Вон они летают. Билбетим, а то говорит, куртка. Так, вот иду вдоль протоки этой, которая некогда была сухая. Мы вон там вот спускались, смотрели на лед. Сейчас посмотрите, что стало с протокой. Ее просто практически уже заполняет вода. Гуси вот так пролетают, оказывается.
Так, вот здесь у нас скоро будет заливать. Буквально осталось несколько часов, ждем. И посюда, чувствую, нас зальет. Должно залить в этом месте. Вот, посмотрите. Чуть-чуть совсем осталось. Пытаюсь утку свою поднять. Вон там вышел с кустов. Взлетели утки, я выстрелил, одна упала вот. Что-то по дурости как-то не подумал. Думал, сейчас ее ветром ко мне подэтывает. Но потом заметил, что течение это сильнее оказывается. Намного сильнее. И, собственно, вот. Как результат, вот утка уплывает. Я все иду вдоль. Иду. Озеро там осталось. Не знаю, как доставать сейчас буду. Вон там вон до льдов дойду. Их сейчас по-любому туда к льдам прибьет. Ветер северный. О, крякаш взлетел. Где-то. Может, крякаша получится еще подстрелить. Ну, не так, конечно, но где-нибудь над сушей бы попробовать его свалить. Утку сюда подбивает потихой. Вот туда сейчас ее поближе подмажет, может чем-то подцеплю. Какой-то куст надо вырезать. Вот здесь вот опасно подходить. Берег у нас обрывистый, вот подмыло. Может туда обрушиться. Вода холодная. Поэтому деваться некуда, ребята. Идем пока потихой. Не, все. Ребят, опасно становится. Утку дальше не пойдем брать. Далековато. Да и не успеем, наверное. Ну, бывает и такое, конечно, что уходит прям на глазах все это дело. Уплывает. Жаль. Ладно. Ну да ладно. Все равно не получится. Там довольно круто. Появляется уже первая вода. И, наверное, должна быть рыба. Так думаю. Ай, елка! Опять в воду упала. Да что ты будешь делать-то? Добрать бы. Вот глядишь, тут упал. А, спрятался. Блин, вон он. Короче, побежали. Посмотрим.
непруха, а. Не свезло так не свезло. Ну что, успеем, ребята, как думаете? Думаю, нужно попытаться. Что, два? Просто так, что ли, стрелял? Так, вот мы и дошли до того места, где лед лежит. Ёлкина, моталкина. Как неудобно, а? Ну этого он туда куда-то прибило. Черка. А крикаш тоже уйдет. И как тут, спрашивается, возьмешь-то? Ёка, а? Ай, невезуха-то, а? Сейчас под лед затащит, наверное. Потому что этого уже, по-моему, затащило туда. Черка. Где-то там лежит, наверное. По льдинам не попрыгаешь. Тут, наверное, глубина-то ой-ой-ой, наверное. Бульбульки и туда. Да. Надо же было так метко стрелять, а? О, смотрите, он затаскивает как под лед. Оп, все. Да, жалко. Эх. Не хотел я, чтобы так получилось, но зря второй раз стрельнул по крикошу. Да. Ну вот, ребята, не вздумайте в такую попадаться в ловушку. 2 утки не стоят вашей жизни. Запомните. Ну, второй раз я сам сглупил. Надо было после первого выстрела остановиться. Видите, я не смог удержаться. И вот, как результат, все. Ну ладно, теперь пойдемте на табор. Уже надо идти, ребят предупреждать, что скоро вода начнет заходить. Наверное, сегодня ночью она нас будет уже переселять, чувствую. Вот Александр сидит на таборе, тихо, молча себе что-то готовит. Деликатесное блюдо. Кутах тухпях костотун да. Костотпё. Это бэхангдер вот на санарта икки бемба. Анагара тумну бере өтчө. Кили зоголита. Инче бедахта да хата. Вот, смотрите. Это что за блюдо у нас готовится здесь? Черт его знает. Как так? Это блюдо называется